вами журналист Олег Желнин. Наша передача не раз рассказывала о проблемах садоводов Якутска, страдающих от действий окружной администрации столицы Якутии. Что же произошло в этот раз? Да, я писала в прокуратуру, но вот со стороны прокуратуры Якутска поступил очень странный ответ. И мне оттуда пришел ответ: идите судитесь. Хотя я в своем обращении писала, что я судебное уже выиграла. То есть там формально отнеслись к моему обращению. Прокуратура, она должна действовать в интересах населения тоже. Ну тут я же писала обращение не только от себя, от неопределенного круга лиц, указывала то, что вот данная инициатива может повлиять на весь город. Но меня там, видимо, не поняли. И еще отмечу то, что до этого вот в Верховном суде, когда шло судебное разбирательство, там представители прокуратуры всегда были против. Они всегда на стороне окружной администрации Якутска. Они считают, что мэрия без всяких там каких-то обсуждений вот с народом, да, чтобы народ точно знал, чего коснутся вот эти изменения. Они просто берут, меняют территориальную зону по своему усмотрению. Когда в 2023 году у нас меняли вот территориальную зону, они до этого уже у них проходят там комиссии, и причиной было указано то, что вот наши земельные участки находятся в зоне подтопления. Чего нету, это неправда. Они потом на комиссии, когда у нас было совещание по этому поводу, они говорили, это просто техническая ошибка. И этот документ с технической ошибкой, он все равно лег в основу вот этого нормативного правового акта, который я потом отменила на основании судебного решения. И, между прочим, вот эта инициатива мэрии, которая превращается по решению Якутской городской думы нормативно-правовой акт, да, потом ответчиками-то в Верховном суде, ну, либо в суде любой инстанции выступает Якутская городская дума. До 2018 года, когда Арсений Сергеевич был мэром Якутска, там все-таки связь с населением была. Там были такие яркие публичные слушания, на которые вот народ действительно приходил, потому что у них в извещениях описывалась полная информация, что грядет, да? А сейчас вот этого нету. Такое ощущение, как будто вот власть отделяется от народа, полностью там отделяется. Вот они вот возводят между собой и населением административный барьер, который они после какого-то проигрыша усиляют. То есть я вот в прошлом году выиграла на основании того, что С4 не соответствует функциональной зоне. Они сейчас вот эту брешь пытаются закрыть очередным нормативно-правовым актом городской думы. Я считаю, что это административный барьер. Нужно, чтобы заработал федеральный закон 33. Он должен заработать в полную силу. Власть не должна закрываться от населения.